Всем привет, это Киноалания, и на этот раз мы выходим не в четверг. У нас на это очень серьезная причина, и вы о ней, конечно, знаете. Сегодня настоящий праздник для всех фанатов комиксов России. Это как будто у вас день рождения и Новый год одновременно. «Мстители. Финал» – главная премьера этого месяца, даже всей весны, возможно, всего года. Оригинальная шестерка «Мстителей» вновь даст бой Таносу. Железный человек, Тор, Халк, Капитан Америка, Соколиный глаз и Черная вдова, выжившие после щелчка Титана, теперь обязаны победить во что бы то ни стало. Попытаться. Любой ценой. Во всем мире финал посмотрели еще в четверг. Нам же, по причинам от нас независящих, пришлось ждать еще 4 дня. Именно поэтому билеты на ночные сеансы в Алания Синема раскупили задолго до премьеры. Итак, «Мстители» наконец стартовали по всему миру, и в первый же уикенд они умудрились установить мировой рекорд, заработав более $1 миллиарда. И это при бюджете в 350-400 миллионов, то есть в первую же неделю они умудрились отбить свою кассу 3 раза. Конец – это часть пути. Marvel представляет Танос сделал ровно то, что грозился. Истребил 50% всех живых существ. Первые отзывы на «Мстители. Финал» появились в сети еще 23 апреля, и они полностью объясняют, почему у фильма такие кассовые сборы. Вот некоторые из этих отзывов. Не бойтесь, спойлеров не будет. Во время просмотра я невероятно громко смеялся, хлопал невероятно сильно и так сильно плакал. Этот фильм превосходит любые ожидания. Идеальное завершение всей киновселенной Marvel. Только что посмотрела финал, и, ребятки, вы к этому не готовы. Все теории вам не помогут. Я постоянно плакала, махала руками и кричала в голос. Невероятно. Это не преувеличение. «Мстители. Финал» – все, чего вы хотели и гораздо больше. Я поражен. Идеальный разбор последних 11 лет. Отличная и самая лучшая кульминация. Бесспорно, мой новый любимый фильм киновселенной Marvel. Я потрясен. Ух ты, финал потрясающий, неожиданно поразительный и удивительно удовлетворительный. Это наилучший подарок для фанатов киновселенной Marvel. Он очень длинный и есть несколько осечек, но этот фильм – все, чего вы хотели и сверх того. Ну и невероятно короткая, но очень эмоциональная реакция от Криса Эванса. Он сказал: «Я 6 раз плакал». Кстати, фильм действительно длинный, он идет 3 часа, 3 полных часа. В некоторых американских кинотеатрах из-за этого даже ввели небольшой антракт в середине фильма. В России такого, к сожалению, нет, поэтому терпите, друзья, и пейте меньше воды. Ждать 4 дня было ой как непросто, потому что социальные сети превратились в настоящее минное поле. Даже сами актеры, которые играли «Мстителей», записали видеоролик, где очень просили фанатов не спойлерить финал. Don't spoil the endgame. Don't do it. Don't spoil the endgame. I'm watching you. Don't spoil the endgame. I'm watching you. Seriously. Don't spoil the endgame. Мы, конечно, даже не будем намекать на то, что будет в этом фильме, но далеко не все такие добрые. В Гонконге мужчина, посмотревший «Мстителей», вышел и прямо в зале ожидания стал громко делиться увиденным. Люди, которые в это время пришли на следующий сеанс, не выдержали спойлеров и прямо на месте дядечку этого побили. Мы, конечно, не призываем вас к крайним мерам, но всем советуем: держите язык за зубами. Но давайте уже отойдем немного от «Мстителей» и посмотрим, что еще стартовало в кино на этой неделе. На большие экраны вышла драма «Последствия». События фильма разворачиваются во время Второй мировой войны. Британский военный Льюис Морган назначен временным мэром Гамбурга и вместе с женой переезжает в разрушенный город. Они селятся в роскошный особняк, где живет немецкий архитектор с эмоционально нестабильной дочерью. Их отношения будут очень далеки от идеальных. Вышла также биографическая драма «Игры разумов» с Мелом Гибсоном и Шоном Пеном в главных ролях. Это история создания первого в истории словаря английского языка. Работает над ним оксфордский профессор, а главным соратником ученого становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников доктор Уильям Мейнер. Зрителям предстоит выяснить, действительно ли Мейнер желает помочь или он манипулирует профессором в собственных целях.
Ну и еще небольшая подборка картин, которые можно посмотреть на этой неделе. Нам никогда не быть просто друзьями. Вы знали о том, что он задумал? Он не разбирается в политике. Все в танце. Раз уж мы на этой неделе говорим о комиксах, то и в рубрике Must See будет фильм о супергерое. Экшена в нем нет никакого, но смотреть его не менее интересно. Итак, совет недели – фильм «Бёрдман». Картина рассказывает историю актера Ригана Томпсона, некогда сыгравшего роль супергероя Бёрдмана, а затем забытого всеми. И вот спустя несколько десятков лет он решил принять участие в бродвейской постановке. Вот только и сейчас Бёрдман его не отпускает. В чем ирония? Да в том, что Ригана сыграл Майкл Китон, тот самый, который в 1989 году в фильме Тима Бёртона играл Бэтмена. После этого он не сыграл ничего путного, ровно как и его герой в фильме. Но вот спустя 25 лет он устраивает большой камбэк. Да и вообще, в этом фильме весь каст как на подбор. Эдвард Нортон выдал одну из лучших ролей в своей карьере. А еще в этом фильме потрясающие Эмма Стоун, Наоми Уотс и Зак Галифианакис. А еще этим же фильмом на режиссерский Олимп вернулся гениальный мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту, снявший «Выжившего», «21 грамм» и «Вавилон». За Бёрдмана он в итоге получил 3 Оскара за режиссуру, сценарий и сам фильм. 4-й Оскар фильму принес еще один мексиканец, оператор Эммануэль Любецки. В чем необычность этого фильма? Да в том, что он сделан так, будто его снимали одним очень длинным дублем. И частично это правда. Фильм снимали большими кусками, дубли длились по 10-15 минут. Это значит, что если кто-то ошибался, всему составу приходилось начинать с самого начала. Поэтому актеры отработали все, от слов до скорости шагов. Получилась идеальная театральная постановка. Ты первый супергерой, все остальные лишь жалкие пародии. Дай народу то, что он хочет. Крутое апокалиптическое порно. Бёрдман, возмездие Феникса. Прыщавые геймеры обосрут от счастья. Миллиардные сборы гарантированы. Ты ничуть не хуже Бога. Ты спасаешь людей от их серых будней. Заставляешь смеяться или трястись от страха. И все, что от тебя требуется. Ну а у нас на этом все. Бегом на «Мстителей», остерегайтесь спойлеров и смотрите хорошее кино. Увидимся уже в четверг.